года полтора работы. Отличие его в том, что здесь рога нету, здесь дерево. Вот, четко видно. Рог с этой стороны. И сухожилие сверху. Собран на ласточкин хвост в рукоятке. Здесь оленьи рога. Здесь косточки. Вот. Ну и тетива докроновая обычная. Сейчас проверим. Уже стреляли раза в 100 с лишним из него. Тетива поломалась, порвалась рабочая. Сейчас вот я сделал уже такую основательную. Ну сейчас проверим. Ожидала, что актер, который сыграет Дайана Крея, он такой мощный, и действительно я не ошиблась. Михаил, вы сыграли замечательно, мне очень понравилось, но вчера вот еще одного актера выделила для себя, это вы Фарид, вы прекрасно сыграли лорда Генри. Я думаю, не только я одна была впечатлена вашей игрой. Это действительно такая живая энергия. Можете рассказать, вот, быть может, после спектакля люди как-то вот отметила вашу игру, не отпускала, насколько я знаю, вчера актеров и рукоплескала вчера долго после спектакля. Можете рассказать ваши впечатления? В общем, как-то вот так. Ну вот. Уже который раз мы стреляем, показывает себя неплохо. Обычно считается, что дерево, не защищенное ничем, не выдерживает никакой нагрузки и со временем покрывается такими, значит, смятыми такими вот, значит, волокна сминаются, покрываются трещинами поперечными. Но здесь ничего подобного нет. Это дерево пекан. Такой один из видов грецкого ореха. Еще его абхазцы делали из лавровишнего, значит, дикой лавровишни. Это очень упругое дерево, очень гибкое. И в данном случае пока она работает. Но посмотрим во времени, как это все будет. Ну, надеюсь, что старые технологии, если я смог что-то сделать правильно, они не подведут. Ну лук здесь не очень мощный я сделал, примерно где-то 21 килограмм, не больше. Вначале он был мощнее, но я для своего комфорта сделал его чуть-чуть помягче. Тилировать приходилось вот уже не по рогу, а как бы по дереву. То есть как выставлять плечи, приходилось как бы уже по дереву работать. Ну, все нормально.